Эта статья идет, все статья. Так, и потом, значит, материалы конференции идут потом. Вот так. Ага. Вот это доказательство того, что вот все суммы Менделеевской таблицы одинаковые сумму дают. То есть она равновесна. Это сфера, как будто прямоугольник, а это сферическая. Вот когда душа наша обретает форму вот такого шара. Да, не благодаря фотону. Фото показывали, да? Меня Ага. непонятно. Ну, уж вот такая, да. Маша, можно ручку? Ага. У вас сахар 6-7. Ага. Глюкозона больше. У вас 4, с 2 до 6, у вас 4 должно быть, а у вас сахара у вас много. Это гепатит у вас сахарный, да? Диабет. Сахара много. Ага. Вот. Ну, тут это другое. Я хотел посмотреть, смотрите, вот, кроме тех атомов, которые привязаны в виде молекул, клетки, молекулы, тут ткани наши, есть одиночные атомы. По одному ходят. Вот это, их я могу вот так перетащить. Вот этот большой у вас палец, указательный, средний, мизинец. Вот этот, вот она пошла. Тут нет уже. Есть в человеке одиночные вот такие, когда ампутируют, вот руку, когда отрезают, она остается, да. Вот эти одиночные, и тешутся. Эти атомы, умные атомы, они координаты свои не теряют, одиночные атомы. Каждый атом это компьютер. Он там, он передает на этих наших, на болевые рецепторы. И ожидают, и тешится, болит. Это реальные боли, это не фантомные боли, а настоящие боли. И дают дают лекарства, чтобы этих болей не было. А когда умираем, вот в таком виде остаемся, тело хоронит, ну, чтобы он уже воздух ничего не может делать, плотностью воздуха атома, и они собираются в виде шариков даже. И вот эта таблица, она доказывает, что если так расставить атомы, то они, вес у этих атомов у всех одинаковый становится. Вот посмотрите, вот водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, водород, кислород, фтор, потом неон, натрий, магний, алюминий, импульстов, серый, хлор, аргон, калий, кальций, скандий, титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт. И, короче говоря, вот эти суммы становятся все 369. Во всех 9 строках и 9 столбцах одинаковое количество электронов, одинаковое количество протонов, нейтронов и лямбда-частиц и атомов. Для меня это, я не понимаю это. Но, да. Вот. Короче, вот это сферическое возникновение, вот этим доказывается. И когда вы учите человек, вы смотрите равновесие все эти атомы или как? Не понял. Как вы так сделали? Вы что проверяли тогда? Ну, тогда это первое, это я просто показывал, у нас кроме этих атомов, которые привязаны в виде тела, есть атомы, одиночные атомы управления. Вот, она вытаскивается. Вот, когда умираем, они остаются вот в таком виде. Мы говорим привидение. Вот это и есть привидение. Вот. Но они не теряют свои координаты, но в большей степени ходят в виде шариков. Так, ладно. Ну, короче говоря, после этих дается у нас программа деятельности этого колымского проекта. И потом список наук, программа деятельности. Вот расписано строительство мирового Новгорода. Вот. У нас нету науки. Вот в международных конгрессах собираются, ура, ура, мир, потом переходят домой, тайно исследуют и создают оружие, как можно больше людей убивать. Но были такие городки, рядом с Томским, Академгородок. Новосибирске было, там это всесоюзные было, международные такие институты не бывает. Я резко сделала хорошо. Нет, это автоматически. Автоматически, да? Нет, улучшила же резкость. Когда видео снимаем, то резкость надо. Да. Лучше устанавливать.
Я сделаю, хорошо? Мгм. У меня как моя братья сразу. Так, сейчас диск. Ручная установка резкости движения. Mesela çok diğer karakterler bir молодец, косяри. Biliyorum hani gönderiyorum da. То на сложные там косарах на это не было. Он знает сложного уже, да? Что? С простого рассказывать понятия. Нет, это очень интересно, даже если я сейчас не понимаю, это будет, я потом еще раз буду слышать. Наоборот, это хорошо. Ну, сейчас, вот сейчас он сейчас Я расскажет бы тебе хотела новую. иметь общую информацию, Вот чтобы есть вас знать. вот этот диск. Может диск? Диск может отдавать. Тут. Вот эти все рисунки имеются в этом диске. Вот таблица Ну, умножения он делал на биологической. Таблица, ну, хотя Ну, флешки нету ни одной, да, или на фотоаппарате может тут флешки. вот по телефону лечит людей. Вот все эти вот эти на флешке имеется 351 слайдов. Ага. Основные. Вот анализы. Так. Это Вот когда это- вы анализ делаете людей, да? Мгм. Анализ делает. Вот лечит. Вот так лечит. Это земля. Давайте начнем. Вы рассказываете о себе, если вы согласны. Вот о ваших проектах, как этот проект вырос, и тоже потом, как вы лечите людей. Вы уже давно так лечите людей, или этот процесс вот, сформировался? Таблицы нет умножения. Вот Багама глядим, диагноз 351. 351 слайдов. Так, и здесь, значит, Дискеттан, да? Понятно. Вы знаешь, может с 8 утра до 10 вечера рассказывать. Да, я знаю, я чувствую его. Он и в туалет не пойдет, и кушать не пойдет, и расскажет. Где? Он так хорошо нам рассказывал. Будь дисковый, мене сложно, да. А голова дисковый. Вот что там все книги. В общем, в этом диске, который приложение книги, вот все, вот этот журнал Костелянквич, который во мне, все эти там диски имеются, в электронном варианте. Так, вот запускаем. Имеются вот так, вот эти картинки, вот это объясняет начинает от таблицу умножения, вращения чисел, Таблица. потом вот диагностические карты там. Выбор тоха, да. Дискомтер, да. И ты книга давала. Дисканы можно скопировать у меня. У меня раз чистый диск есть, можно ей отдать. Да, вы скопировать. сделаете, да, ага. Вот книга на вот так. Так, все. Не? Так, вот эти. Вот здесь имеется, и в том тексте имеется вот эти, значит, списки до... Это все фото, которые, да? Да, все фото, Да, все и- слайды. Ага. Лекции. Ага. И вот доклады. 351. Это форка русского проекта. Тут адреса слайдов. И тут же имеется адреса. В электронном варианте тоже есть вот эти сайты и так далее.
Я попробовала найти по карту место, о котором вы говорите, где вам хотели строить этот городок. Еще не нашла, я только что искала. Вот на карта vardı birine. О, вот это, да? Атлас географический. И карта моя, она там. Якутия есть? Это Якутия, да? Это Ага, атлас. благодарю. Ага. Сейчас. Вот это Якутия. А почему именно там? Вот это место тюрем, концлагерей. Вот, Колымский. В общем, мы называемся, являемся филиалом Славянской академии. Колымский филиал Славянской академии. Колымский филиал имени Николы Тесла. А вы сам оттуда? Нет, нет. Из Колымы он. Вот Все Колыматта Хамат. она Колыма. Он из Колымы, из родом из Колымы. Родом из Колымы. Родился там. Да. Якутия же в царское время была тюрьмой без ключей, Я с знаю. полицейными. Вот она. Это Якутия. Вот это, значит, Якутск. Ага. Вот тут дальше Аляска, там тут Чукотка. И вот Колыма лежит. Вот Нижний Колымский, Черский. Потом здесь Средний Колымск. Вот тут хотим сделать. Тут Средний Колымск, тут местно Славии. И, значит, из Якутска должна вот сейчас дорогу закончили, остановились. Теперь остановились. Давайте вперед дальше. Потому что у нас вот совершенно кризисное явление. Науки нету вообще в мире. Это все спекулянты под названием науки. Настоящие. Там Рокфеллеры в Америке, Рокфеллеры в Европе, они фактически заблокировали развитие науки. Они оплатили только Эйнштейновскую, которая неправильное направление взяла. Они вот по сети, которой есть сеть, эфир-сеть, по сети электричество можно без проводов провести. Вот это он узнал Никола Тесла, и он, значит, начал эту идею провести в жизнь. Один единственный ГЭС, Ниагарский водопад, может обеспечить электричеством всю Землю без проводов. Тогда не нужны будут эти нефти, загрязнять природу нефтью, газом, и тогда они обанкротились бы. Поэтому была бы экономическая катастрофа, и решением Конгресса США запретили деятельность фактически Николы Тесла и запретили вот это, заблокировали развитие учения об эфире. Менделеев еще говорит, вот не понимая, без помощи эфира невозможно далее чего-нибудь делать, чего-нибудь понимать в природе. Вот. В общем, вот здесь, на Колыме, здесь науки нету. Надо срочно собраться во всем мире, со всего мира специалистов именно на Колыме, начать нормальную науку, нематериалистическую, основанную на нематериалистической философии науки. Вот. Я хочу показать сейчас вот тут тоже статью, мы опубликовали, вот Менделеевскую таблицу. Есть новосибирский профессор Ром Валерий Владимирович, он вот опубликовал вот 1906 года таблицу Менделеева, у него есть нулевая полоса и так называемый Ньютоний. Вот этот Ньютоний и есть вот в цепи, а где моя книжка? Журнальчик мой. Журнальчик, пистолянкусь. Где? Вот тут нарисовано вот эти вращаются 9 частиц, и вот тут по 17 жил, 9 пар, они все вращаются вот тут, и вот так, и вот так. По ней проводится, является он как бы проводником электричества. Все. Она не видна. Вот. Эфир,
об этом написал, вот это и есть Ньютоний. Электрон тоже такой же. И атомное ядерное строение тоже такое же. А исследовать ее невозможно. В ускорителях они только в разобранном виде. Вот на ускорителях, вот, например, между Швейцарией и Францией там сделали большой адронный коллайдер, они в большом диаметре 3 километра разгоняются вот, и рассыпаются. В рассыпанном виде они разлетают туда-сюда и ставятся детекторы, изучают. А мы делаем в собранном виде, изучаем. В собранном виде изучаем, и вот атом вот такое имеет строение. Именно экстрасенсорным путем. Да, экстрасенсорным путем. Это называлось эмпириокритицизмом. Самая главная научная методология, которую открыл Эрнст Мах, и Ленин, больной Ленин, он запретил это, он говорил это, что самое реакционное, враждебное всему человечеству реакционное направление теоретической физики. Ленин стал физиком тоже. Это все идеология. Все. И поэтому вот этим делом никто фактически не занимался. Ну, и Сейчас в России кто с этим занимается? Конечно, занимаются тихонько. Вот. И вот эта сеть, вот такая сеть, значит, вот такое вращение, вот этих антикваркных пар мы называем, вот это и есть эфир. Ну как вы конкретно это изучили? Вот конкретно мы случайно, изучая таблицу умножения, наткнулись на то, что вот там числа вращаются. Они как формула, и наткнулись на магический квадрат. И 2500 лет назад великий Платон говорил, что 3 треугольника чисел создали Вселенную, 2500 лет назад, говорят, 3 треугольника чисел создали Вселенную. И вот эти шифровые... Алло? Игорь Анатольевич, привет. А не тихо говорили, родили, да? Men vill tiedän tuohtu intervju vierailulla on tonne tiedä arvosangan sakana eli sieltä minä riiemme. Sieltä da. Вот. А вот это они убрали после этого. И вот Менделеев тут пишет прямо вот невозможно. Вот что он писал. Элементы X, которые, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его Ньютонием в честь бессмертного Ньютона. Задачу тяготения, задачу всей энергетики нельзя представить реально решенным без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстоянии. Реальное же понимание эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм, не считая его элементарным веществом. К сожалению, идеализированные фальсификации оснований науки надолго изъяли термин эфир из научного обращения. После публикации в интернете эфир не А есть другие ученые, которые так изучают вот, в других странах, я имею в виду? Вот в других странах тоже это очень шибко не прельщает, но в общем тоже они за деньги работают, в общем-то, более духовные, вот поэтому почему я вот именно выбрал академию, именно славянскую академию. Никола Тесла был славянином, Менделеев тоже славянин, ну это как бы русские шаманы. Он подсознательный. Вот, например, академик Окладников, который на Колыме открыл Помазкинский археологический комплекс на базе, который выстроены, это он открыл. В работе его называют шаманом. Вот. Ну, нашел, но как нашел, никто об этом не спрашивает. Ну, он услышал и нашел. Ну и вот все великие ученые, именно славянские вот открытия, все более-менее большие открытия, эти славянские ученые. И Павлов, и Сетинов, первый лауреат Нобелевской премии дореволюционной. После этого никто ничего не сказал. И то, что было шумиха вокруг открытий так называемых
Эйнштейн, это все чепуха оказалось. И физики все они, например, в Советском Союзе, если скажут, что это антидарвин выступит, все, они все враги народа, поэтому никто за это не брался. Ну и хорошо говорят, Дарвин тогда и зарплата и сейчас тоже так же. Никто не занимается этим. Фактически не занимаются. Вот у нас есть вот письмо кандидат военных наук, чернобылец, пожилой человек, он всем депутатам роздал письма, 8 миллиардов рублей на исследование эволюции роста, которого нету этой эволюции. Само по себе ничего не происходит. Все в каждом атоме, все программировано. Ну, вот пытайтесь понять, вот, например, сейчас вот, биологи в микроскоп смотрят вот это ДНК, говорят, что фермент подходит и разрывает. Ну, как разрывает, никто не говорит, но в общем расходятся. Две полуспирали расходятся. И как только разорвался этот аминокислота на этом месте, тут же возникает транспортная ДНК, и в жидкости клетки, плазме называют, находит аминокислоту. И никто не говорит откуда, кто там подбросил эту аминокислоту. Потому что эти аминокислоты, эти атомы этой аминокислоты сами собираются. И получаются молекулы. А вот одиночные атомы, которые я вам показал, они одиночные, они ни с кем не соединяются, и они, поэтому они симметричные, равновесная система, они легко смещаются, двигаются вперед, назад. Бабушки наши, вот, ну, в якутских юртах, например, больного садят перед камином и находят больной атом, бестие болезни кидают в огонь. Этот компьютер перезагружается при большой температуре, как же как застрявший работает, зависает, говорим этот компьютер. Он перезагружается, работает и обратно переходит. И рядом сидящая ясновидящая видит черное пятно, например, печени, и она розовеет, начинает работать. Ну, это как бы председатель правительства нашей Пекины, когда они болеют, выходит снова. И вот бабушки отправляют в огонь, и они, исправившись, обратно переходят. Ну, как будто вот в правительстве приезжает Путин, например, все бегать начинают показывать, что они работают. Ну, примерно так же все начинают работать, когда вот, исправный, то есть исправленный председатель правительства вставляется на место и начинает, ну, примерно так происходит вот, лечение, экстрасенсорное лечение. Атомы попадают, межатомные связи. А вы также работаете? Ну вот так и вот каждый атом, вот, например, заучиваем наизусть, неинтересно, она очень хорошо заучивается. Кстати, вам рекомендую. Все 108 атомов, вот, ну тут 109 атом, ну 109 вот Международный комитет ввел 109 Митнерич, но она ошиблась, 109 быть не может, 108 только там вмещается в ядрах. Ну и потом, раз деньги берут, они как бы, ну, временно живущие атомы делают, это тоже все халтура. А вот почему уран? Вот это самостоятельный атом, это он уран? Это атом урана. Почему атом урана? Потому как он вот, единственный атом, где вот количество матриц соответствует количеству электронов. Это тоже как бы наше открытие, и в результате этой... Сейчас покажу вам таблицу умножения, и там через таблицу умножения это можете понять. Так, сейчас одну минуту, вот сейчас я найду здесь, и там. Вот он. Так, я вам еще не показывал, куда он делся. Тут запускаем F5. Ну давайте последовательно. Вот. Сейчас мы снимаем уже это. Да, выключился. А мы снимаем. Да.
когда мне будет нужно ваше. Почему выключиться? Понятно. Перегрелся. Нет, просто я выключила его.